Если человеку повезло попасть вот к мудрым учителям, из таких людей, в общем-то, получаются очень знаковые научные работники. Качество, конечно, зависит от качества преподавателей. Это аксиома. Вот если бы не было холода в свое время, но и сейчас, не было бы формирования мерзлых пород, вечной мерзлоты, то у нас бы вот на территории Якутии была бы пустыня. Нужно ли мне, так вот, в природе, то бишь, существование такого вида, как человек? Если оплатит природа за повышение комфортности проживания человека. А это, в общем-то, совсем не туда мы идем, в общем-то. В отрыве от литературы и искусства наука, она теряет свою привлекательность и, в общем-то, чахнет. Якутская наука может в этом плане быть пионером, что ли. Об этом журнале, в общем-то, мечтали давно научные работники нашей республики. Была даже где-то в 60-х годах попытка создания такого журнала научно-популярного. Почему? Потому что научных сотрудников в республике достаточное количество. В общем-то, и здесь с почти 1948 года существует отделение Большой академии. Ну, сначала Академия наук СССР, была Якутская научная база, организована в 1949 году. Потом, значит, был организован филиал Академии наук от сибирского отделения, когда оно было там организовано. И вот в этом филиале, в общем-то, работало очень много институтов. Ну, как много? Около 7-8 институтов. Вот, поэтому, ну и помимо этого были проектные институты, была большая научная работа в Якутском университете. В общем, научное сообщество республики было достаточно солидное, давно уже. И поэтому поговаривали о необходимости создания такого журнала, чтобы знакомить общественность республики, ну не только республики, но и смежных районов, и вообще северных регионов страны и мира, с тем, с чем, в общем-то, может гордиться или гордилась якутская наука. И вот, значит, в 2001 году, значит, в 2000 даже году было совещание директоров института у президента республики, в то время Михаила Ефимовича Николаева. Значит, он поставил перед республикой, республиканской наукой много таких практических вопросов. Вот. И среди вот этих многих вопросов стал вопрос о том, что необходимо создать научно-популярный журнал республиканского уровня. С этой инициативой выступил я, представлял как раз наш институт мелотоведения. Михаилу Ефимовичу эта идея понравилась, он говорит, что ну давайте, тут пускай институт мелотоведения и организует такой журнал. Мы чем можем, я имею в виду, говорит, правительство республики, будем помогать. Значит, все это протоколировалось на таком высоком уровне, в общем-то, поэтому через некоторое время мне позвонили с правительства республики, сказали, что вот принято решение о создании журнала, поэтому давайте представьте ваши соображения. Да. Он сказал, что вот было постановление правительства об организации журнала. Он говорит, ну ты подал эту идею, давай начинай работать. Ну вот я создал вариант редакционной коллегии, содержание журнала, рубрики. Вот, и представил все это, значит, правительству. Но и до этого, значит, сказал, чтобы нужно собраться
на президиуме, совместном заседании президиума Якутского научного центра и Академии наук Республики. Вот такое совместное заседание состоялось. Вот. Некоторые члены президиумов сомневались, что такой журнал получится, потому что это сложная вещь, говорили. Но большинство поддержало эту идею, и я предложил тогда вот состав редакционной коллегии. В общем-то, было поддержано мой вариант. Я назвал журнал так «Наука Якутии». Ну и там вот выступили члены президиума, в частности Василий Васильевич Филиппов, президент Академии наук РСЯ. Он сказал, что наука не только теоретическая, но и практическая, инженерная должна быть, ведь также, в общем-то, присутствовать в этом журнале. Поэтому, говорит, я предлагаю «Наука и техника» в Якутии. То научно-популярные периодические издания, они придерживаются таких функций. Это, во-первых, научно-информационная часть должна быть, научно-просветительская часть, научно-интеграционная такая. Нельзя разделять ее, там, инженерная наука, значит, естественная наука, гуманитарная наука. Наука едина. Поэтому вот научно-популярные издания должны играть вот эту научно-интеграционную функцию. Ну и кроме того, значит, такие функции должны быть отражаться в журнале как научно-интеграционная, профориентационная для молодежи, вот, научно-образовательная, научно-воспитательная и краеведческая функция. Вот эти все функции я обозначил, значит, в своей программе, когда представлял, вот, на будущий год будет 20 лет, как существует журнал. Мы эти функции, в общем-то, обозначаем в различных рубриках. Рубрик в журнале очень много, 36 рубрик. Очень мощная рубрика – это у нас выдающиеся деятели науки и техники в Якутии. Но это она ориентирована на образовательные, научно-образовательные такие функции. Это актуально. Наиболее такие проблемные вопросы мы освещаем в этой рубрике. Музеи, заповедники Якутии, вот такая рубрика. Музеев в республике очень много, но и есть еще и заповедники у нас различного уровня. И вот это в этой рубрике мы, в общем-то, стараемся осветить вот этот вопрос. Рубрика «Наш лекторий». Это вот мы ведем разговор наиболее подробно о каких-то проблемах, касающихся и философских вопросов, это и инженерных вопросов. То есть это наиболее подробно. «Мир вокруг нас» – очень интересная рубрика. Ну и рубрика рецензии, отзывы тех работ, которые выходят из печати, авторами которых являются якутские ученые-инженеры. Даем информацию о новых книгах и такая рубрика, как «Архив мудрых мыслей», где мы, в общем-то, даем информацию из мира мудрых мыслей. Ну, так, примерно очень много отзывов у нас поступает. Вот этот один из последних номеров, это 37-й уже номер, сейчас мы готовим 38-й номер. Июльский номер немножко запаздывал из-за пандемии, но, в общем-то, будет. Издаем мы 2 номера в год. Журнал делается на общественных началах, никаких штатных единиц у нас нету, но вот в последнее время, как только вот вернулся президентом Академии наук Василий Васильевич Филиппов, он, значит, дал полставочки на ответственного секретаря журнала, потому что все это приходилось делать и мне, и на общественных началах другим сотрудникам института. Читатели нашего журнала как раз дали мне, сказали, что вот это вот центральные журналы, но по сравнению с нашим, они, в общем-то, очень здорово проигрывают. То есть читатели ставят наш журнал на выше центральных журналов. Но это я слышу, в общем-то, неоднократно и из Новосибирска, и среди таких профессионалов, как
издательские фирмы, наука, там, значит, Гео, академическое издательство, они говорят, что мы посылаем журнал «Новосибирский», я имею в виду, президиум, они говорят, что ваш журнал на очень высоком уровне делается. Ну, естественно, что вот мы просветительскую функцию там отмечаем особенно. Это и, значит, вот лекционные такие вещи даем, популярно излагаем такие сложные вопросы. Вот. Так что просветительская функция, она, естественно, не должна умереть. Это, в общем-то, залог просвещения народа. Хотя, в общем-то, сейчас политика многих зарубежных капиталистических государств, в общем-то, на то, чтобы свести вот эту функцию на нет. Потому что необразованным народом управлять легче. Это, в общем-то, аксиома. Ну, путь в науку, я считаю, что это человек с детства, в общем-то, ну, почти каждый, в общем-то, обладает потенциалом, ресурсом исследователя. Другое дело, что как повлияет на него семья, и особое значение имеет вот последующие школьные годы и особенно вузовский вот, период обучения. Если человеку повезло попасть вот к мудрым учителям, к мудрым наставникам в студенчестве, то, как правило, вот из таких людей, в общем-то, получаются очень знаковые научные работники, научные исследователи и ученые, в общем-то. Так что я считаю, что тут во многом имеет место случай Его Величества, вот, потому что от самого человека это не зависит. Но, естественно, тут какой-то процент играет генетика. Это, во-первых, целеустремленность человека, волевые вещи, то есть заставлять себя делать тот труд, прочитывать учебники, литературу научную там, и так далее. Это, в общем-то, и под силу не каждому. Гораздо проще переключиться на канал спортивный, там, развлекательный канал, там гораздо легче. Человек отдыхает, а здесь все заставляет себя работать. Это, в общем-то, нужна доля самовоспитания, что ли. А самовоспитание зависит, в общем-то, на процентов 70-80 от генетики. Эффективность самовоспитания. Подавал почти 40 лет в университете. Ведь заведовал и работал на штатной основе в университете. Был, значит, заведующим кафедрой и профессором. Ну, что я хочу сказать, что, в общем-то, студенческие годы, эффективность их определяется качеством педагогов. Вот мы недавно проводили семинар философский о Чаплыгине. Вот я там вот выступил с небольшим докладом, где говорил, что, в общем-то, вот то, что он выдвинулся как исследователь среди своих коллег и, в общем-то, стал одним из выдающихся ученых, академиком нашей страны, ну и, можно сказать, и мира, в общем-то, послужило то, что его в тот период в Московском университете преподавал просто золотой состав профессуры. Это попасть в такой период, это, в общем-то, как бы золотой случай, что ли. Вот он попал в этот период, поэтому качество, конечно, зависит от качества преподавателей. Это аксиома. И если руководство университетов там, или институтов заботится о будущности своих выпускников, они должны, прежде всего,
заботиться о качестве преподавателей. А что мы имеем сейчас? Сейчас, например, заменяют профессора, значит, вот даже не остепененными преподавателями. Почему? Потому что это выгодно, финансово выгодно. Неостепененным мало платят, а могут принять двоих на ставку профессора, поэтому им выгодно убрать профессорскую ставку и доцента или старшего преподавателя. В общем-то, мы идем на снижение вообще качества образовательного, высшего образования. Это, в общем-то, тупиковый путь, в общем-то, даже не негативный путь. Я считаю, что это одна из причин снижения качества выпускников любого вуза, не только нашего университета, но и вообще любого вуза нашей страны. Ну, школьное образование, вот у меня сын, вот, твой, в общем-то, сокурсник в школьные годы, Артур, он сейчас директор школы в Петербурге. Ну вот он, в общем-то, мучается с проблемами теми, которые, в общем-то, наверное, присущи каждой школе. Это, опять-таки, в основном женский состав школьных преподавателей, учителей, что, в общем-то, не есть хорошо для воспитания юношества. Ну, вообще, вот, мужчин, что ли, будем говорить так. Ну и качественный состав, конечно, тоже, опять-таки, играет большую роль. Все делается не столько для того, чтобы привить любовь вот, к учебе, к познанию, сколько, в общем, каких-то таких показателей количественных, чисто формальных показателей. Ну, вот это вот, конечно, беда большая, школьная. Ну, то, что холод является, в общем-то, положительным фактором, особенно для северных территорий, можно сказать, один вот фактор привести, вернее. Вот если бы не было холода в свое время, но и сейчас, не было бы формирования мерзлых пород, вечной мерзлоты, то у нас бы вот на территории Якутии была бы пустыня. Ничего бы не росло. В общем-то, примеры таких есть. Вот тукуланные массивы. Почему они образуются и существуют? Потому что под ними нет мерзлоты почти до 100-120 метров. То есть холод в этом смысле, конечно, играет положительную роль. Положительная роль его и в том, что вот все здания, сооружения, по сути дела, у нас основываются, основанием для них служит вечная мерзлота. Если вдруг она начнет, значит, протаивать, то у нас, в общем-то, разрушится вся инженерная инфраструктура здания, и трубопроводы, водоводы там, и так далее. То есть вот это тоже положительный фактор. Но и с экологической точки зрения, это, в общем-то, если бы не было мерзлоты, то вот эту огромную территорию, которая, в общем-то, является, многие называют это фильтром, экологическим фильтром современного мира, техника и технологии еще не затронуты существенно, она, вот этот мерзлота и холод, в общем-то, сохраняют вот эту территорию. Если бы не было ее, то ведь давно бы освоили, потому что недра этого края богаты различными полезными ископаемыми. Практически вся таблица Менделеева здесь у нас есть, и причем некоторые элементы в очень повышенных концентрациях присутствуют, где ее можно черпать открытым способом. В других, в теплых местах все месторождения уже разработаны, по сути дела. Поэтому, скорее всего, скоро мы будем ощущать, в общем-то, натиск технологической
технологический натиск на северные территории, на территории Вечной Мерзлоты. И, в общем-то, меня, например, как специалиста в этой области очень волнует вот эта вот будущность, которая может сказаться очень негативно не только на территории северных регионов, но вообще на всю планету. То есть здесь может быть реакция природы такая, что она, в общем-то, поставит вопрос вообще, нужно ли мне, так вот, в природе, то бишь, существование такого вида, как человек, если он так относится к своему детищу, которое его выпистывало, так будем говорить. Ну вот в декабре прошлого года издательство «Бичик», республиканское издательство, выпустило вот такую книгу «Якутский холод». Значит, редакционный авторский коллектив возглавлял Гавриил Спиридонович Угаров. Туда вошли в авторский коллектив около 30 специалистов различных направлений. Но я был ответственным редактором этой книги. Очень интересная книга. Презентация ее прошла, значит, вот, в Царстве Вечной Мерзлоты. Интересно. Книга содержит, в общем-то, 5 основных разделов. Это первый раздел – «Вечная мерзлота. Продукт холода». Вот. Тут говорится и о древнем человеке в холодном климате, о тайнах крелитозоны, о институте мерзлотоведения и так далее. То есть тут институт, который изучает вечную мерзлоту. Второй раздел – что такое холод. Вот. Здесь говорится вот о шкале Угарова, в чем отличие мороза от холода, жизнь между холодом и теплом, что означает биологический нуль и вода в условиях холода. Следующий раздел – ледниковые периоды. Ледниковые эры, в общем-то, были в прошлом неоднократно. Были даже не только периоды, были эпохи, то есть длительные. Здесь говорится о том, что мы живем сейчас в межледниковье, то есть у нас ледниковый период впереди. Говорится о причинах оледенения и есть ли угрозы вечной мерзлоте. И если есть такая угроза, к чему она может привести. Следующий очень крупный такой раздел – природа в объятиях холода. Этот раздел очень такой объемный. Здесь говорится о мерзлотных ландшафтах, о банке древних генов и молекул, которые хранятся в мерзлоте. Значит, о анабиозе, то есть время сна животных и насекомых, которые при минус 50 градусах не гибнут. И таинственных и удивительных рыбах севера, о холодостойких птицах, в якутском крупном рогатом скоте и лошадях, очень уникальных, о зоопарках, вот, в экстремальных зимних условиях наших, растения, как себя ведут на вечной мерзлоте, об уникальном плейстоценовом эксперименте в парке в Якутии. Ну и последний раздел, 5, очень большой, холод и человек. Как организм человека выдерживает холода, вреден ли холод, что делать, если случилось обморожение, об оздоровлении холодом. Оказывается, есть такие, вот, об якутских моржах. Такой вкус холода есть, оказывается. Об одежде, которую нужно вот зимой носить, о традиционных жилищах народов Севера, о самом холодном городе на Земле.
тоже на территории республики. Есть советы бывалых охотников, бывалых рыбаков. Что такое питьевой лед, что такое донный лед, как действовать водителям, если вдруг автомобиль замерз, ну, вернее, остановился, вышел из строя, а температура минус 40, минус 50. О зимниках и ледовых переправах. Холодовый экстрим, то есть экстремальный туризм, спорт в экстремальных условиях. Холод бьет рекорды, вот такие есть параграфы. Праздник встречи солнца, фестиваль «Полюс холода», фестиваль «Зима начинается с Якутии». В общем, вот такие. Хозяин холода, якутский Дед Мороз и рукотворная красота изо льда. Это то, что делают наши мастера, великолепные мастера якутские. Это вот рукотворная красота. Рукотворная красота изо льда. Последняя глава. Книга очень интересная, она продается, но тираж ее небольшой. Но были, вот когда была презентация в Царстве Вечной Мерзлоты, высказывались, чтобы ее, эту книгу, презентовать на уникальное издание, как уникальное издание, может быть, на Госпремию Республики Саха-Якутия, может быть, на премию, значит, РГО, которого вот в эти дни отмечает свой юбилей. Конкурсы статей ежегодно. То есть у нас 2 номера в год, и вот мы каждый год проводим конкурс статей на лучшие номера. Но при определении лучших номеров мы учитываем следующие показатели. Это, во-первых, актуальность темы. Во-вторых, характер ее представления, чтобы она была понятна. 4-й фактор, чтобы она была понятна не только в текстовой части, но и иллюстрациями, фотографиями, графиками там, и так далее. Вот. Ну и стилем изложения. Насколько интересно, зажигательно излагается. Ну вот эта вот статья молодой аспирантки с Северо-Восточного федерального университета и преподавателя этой вот инженерно-технического института СВФУ «Рациональные типы фундаментов для малоэтажного строительства в крилитозоне». Я считаю, что это очень интересная статья, и, в общем-то, она была тоже отмечена нами. В свинцовом плену статья профессора, доктора наук, главного научного сотрудника Института мерзлотоведения Макарова Владимира Николаевича «Якут в свинцовом плену», где говорится о том, что, в общем-то, почвы и воздух, и вода, в общем-то, загрязнены вот этим элементом, а это, в общем-то, очень токсичный такой элемент, тяжелый. Газы, выхлопные газы. И вот показано, посмотрите, как в 4-й фазе снежного покрова какие аномалии. И указано, где они присутствуют, эти аномалии. Я считаю, что это очень познавательная статья, не только познавательная, но и, в общем-то, прикладной характер она имеет. Это, в общем-то, нужно взять на вооружение эту статью экологическому совету при Министерстве экологии, ну и городскому комитету по охране природы, потому что это здоровье населения. Вообще воздух у нас, воздушному бассейну посвящены очень много статей в предыдущих номерах журнала. С чем это связано? Это связано с тем, что, во-первых, у нас летом приземный воздух запылен взвешенными различными веществами, а в зимний период он, значит, ввиду того, что
У нас антициклон, безветрие, особенно вот в холодные месяцы, декабрь, январь, февраль. У нас вся движения воздуха нет, и вся загазованность от автомобилей, она висит. И самое большое, вот это подтверждает и медицинское обследование. Даже у детей, вот, казалось бы, они недолго бывают вот, в зимнее время на воздухе, только вот на пути от детского сада до дома, но все равно вот, заболевания легочные, значит, бронхов, они вот превалируют, эти заболевания, среди других заболеваний детских. То есть это очень серьезная проблема, и нужно как-то решать, ограничивать либо численность машин. А численность машин в городе растет просто невероятно от года к году. И в зимнее время, в общем-то, ввиду строительства теплых гаражей, у нас количество примерно такое же, как в летний период. Так что это вот очень серьезная проблема, но она у нас, в общем-то, периодически вырисовывается, эта проблема, и ставится очень серьезный вопрос о том, что нужно ее как-то решать. Задача ученого – это не только познание чего-то, какой-то закономерности, природной или технической, но и доведение этих знаний до общества. Интересно, что это сейчас подчеркивается и в Российской академии наук. Вот недавно Сергеев, то есть президент Российской академии наук, выступая на расширенном заседании президиума, говорил о том, что нужно развивать научно-популярную литературу, научно-популярную периодику. Для чего? Нужно, во-первых, практически вот этот эффект выражать. Но самое главное, что ученых России должно быть видно. Он так и высказался, что должно быть видно, что общественность должна видеть, на что тратит она свои налоги. То есть этот вопрос. И то же самое Парамон, председатель Сибирского отделения, в общем-то, тоже подчеркивал это, что нужно уделить. Но в рейтинговых оценках деятельности, результатов деятельности ученых, статьи в научно-популярных журналах практически никак не оцениваются. Если они вот об этом говорят, то нужно от слов переходить к делу, то есть вот выдвинуть какие-то показатели, чтобы люди были заинтересованы публиковать именно научно-популярную статью. А написать научно-популярную статью – это очень сложно, гораздо труднее, чем научную статью. Потому что нужно изложить так, чтобы было интересно, доступно, и в то же время не снижался научный уровень. В нашем институте, например, так это делается. В Северо-Восточном федеральном университете я, когда выступал на заседаниях научно-исследовательского сектора, и высказался такое, чтобы сделали преференцию авторам нашего журнала, сотрудникам университета, тоже пошли на это. В Якутском научном центре, в общем-то, дали согласие. В Академии наук тоже дали согласие, что они, в общем-то, будут поддерживать авторов, вводить преференции при оценке статей, опубликованных в нашем журнале. Многим мерзлотоведы, как и геологи, это люди вообще уникальные. Геологи, географы, потому что мы… Кстати, с праздником вас поздравляю. Сегодня же 18-й день географа. Географы, да, спасибо. У нас мерзлотоведение, но как бы трех основных направлений. Это географическое, геолого-минералогическое и инженерное, прикладное. Вот три направления. Техническое, значит, инженерное, географическое и геолого-минералогическое. Ну и вот как геологи мы прекрасно знаем, как развивается наша планета, что такое различные геологические процессы, что было 200 тысяч лет назад, что было 200 миллионов лет назад, что было миллиард лет назад. То есть у нас представление о мире совсем иное, нежели у других людей.
естественно, что вот это понимание, оно накладывает отпечаток и на нашем поведении, на нашем отношении ко всяким политическим делам, потому что мы видим, что это как бы с глубины веков смотрим на вот эти вещи, видим, что мы копошимся, современные политики, там, и экономисты, копошатся в каких-то несущественных делах. Нужно смотреть в глубину вещей, искать какие-то другие стимулы работы, интересы работы, показатели оценки. Какие-то ценности должны быть другие, ценности жизни. Ведь мы только стремимся к благополучию и комфорту. Мы забываем о том, что мы не одни. Ведь живут же и птицы, и звери, и все. Но мы, в общем-то, на них не обращаем. Нам нужно комфортно. Мы летали 20-50 лет тому назад от Якутска до Москвы за 12 часов. Нам показалось, что это слишком долго. Хотя 100 лет назад добирались на лошадях несколько месяцев, нам тоже показалось, что долго. Сейчас нам и 6 часов, и тоже, в общем-то, кажется долго. То есть мы вот стремимся к этому комфорту, но этот комфорт, ведь за любой комфорт надо платить. Но сейчас платит не мы, а платит природа за повышение комфортности проживания человека. А это, в общем-то, совсем не туда мы идем, в общем-то. Мы идем в тупик, по сути дела. Надо какие-то другие ценности искать. И здесь, вот, мне кажется, вот я почему говорю, что наука едина. Нельзя разделять гуманитарную науку, геологическую, инженерную. Должна быть все вместе. И сейчас вот нужна высока роль философии, философов. Философы сейчас должны быть просто на вершине, что ли, вот, научного познания всей современности, в оценке, в определении ценностей жизни. Ну, в общем, вот так. У нас где-то лет 10, 5-10 назад выпустили такой сборничек. Я вот сейчас могу показать его. «Не наука единая» назывался. Вот. И первая статья «Наука, слово, образ», где я говорю о том, что наука, искусство, литература, архитектура – это, в общем-то, взаимосвязанные вещи. В отрыве от литературы и искусства наука, она теряет свою привлекательность и, в общем-то, чахнет. И напротив, в хорошей литературе, если литература действительно, наука черпает какое-то вдохновение, а особенно от фантастики. То есть это взаимосвязанные вещи. И вот подтверждением этого является вот наш институт, где у нас, в общем-то, много было и художников среди ученых, есть писатели, члены Союза писателей СССР в свое время даже были члены Союза художников даже были у нас. То есть это, как говорил Эйнштейн, и наука, и искусство, и литература – это, в общем-то, творчество. И вот в этом единственное отличие науки от искусства и литературы – это в том заключается, что результат ученого, он не уникален. Ну, потому что если бы Менделеев, допустим, ну я к примеру говорю, если Менделеев не открыл бы таблицу химических элементов, то рано или поздно она все равно была бы открыта. Но уже не Менделеев был, а какой-то Иванов там. Все равно открыл. А уже Лев Толстой, допустим, «Война и мир», никто уже не может так написать. Там продукт уникальный, а здесь у нас не уникальный.
у ученых. Что рано или поздно все равно открытие случится. В этом отличие науки. А так это, в общем-то, и есть творческая деятельность. Такая же увлеченность, такая же одержимость у истинных исследователей и у истинных художников и литераторов. Что я хочу сказать, что нам нужно сейчас, в общем-то, вот я считаю, что как раз якутская наука может в этом плане быть пионером, что ли, серьезным пионером. Обратить внимание не столько на геологию, географию, технику, сколько на человека. Вот в поисках каких-то критериев оценки личности людей, о смыслах жизни, о каких-то таких взглядов, поиска взглядов, вариантов, ну, типа фантастики, может быть, какого-то такого прогноза научного о том, что нас ждет впереди. Если мы будем знать, что нас ждет, то совсем по-другому будет, в общем-то, развиваться и общество нашей страны, республики, нашей страны, может быть, и всего мира, потому что человек не может жить без вектора, без знания правильного вектора развития и цели развития. Это у животных. Животное живет, он только вот для продолжения потомства и с тем, чтобы поесть. У человека все это гораздо сложнее должно быть. Хотя вот сейчас мир, в общем-то, поворачивается в сторону как раз животного. Мы все хотим, вот, чтобы хорошо поесть, в комфорте пожить. Но вот этими мотивами, вот этими стимулами, в общем-то, человек не может гордиться. Уважаемые зрители, надеемся, что вы поняли, что от развития современной науки и образования зависит очень многое. Поэтому наука в нашей республике должна быть сильной, а образование качественным. Без этих условий говорить о каком-то развитии в нашей республике просто невозможно. В следующих выпусках нашей программы мы поговорим с теми специалистами, которые когда-то обучались за рубежом и сейчас работают в нашей республике. Они проведут сравнительный анализ образовательной и научной системы, которая сложилась как у нас в стране, так и за рубежом.